Попробуем. Где наш? Вот это был здесь. Там 20 год. Формат даты, если тут меняем. Тут уже показывает системный кыргызский формат. Давайте. Вот смотрите. По ходу вот эта таблица была взята из другой системы, из другой базы, поэтому она, видите, не дает что-то менять. Возможно, сам автор запретил менять формат. Где мы это проделываем? Сейчас вам покажу. Запретить формат. Так. Защитить лист в этой части, по-моему. В этой части проставить и можете запретить что-либо менять, если, допустим, это шаблон какого-то документа, да? Так. Возвращаемся сюда. Давайте попробуем ввести то же самое 2011, 2020 год. Почему она нам не... мы формат не использовали. Смотрите, 21 декабря 2020 года. Это мы поделали. В принципе, формул очень много в Excel. Чтобы углубленно, если хотите углубленно изучать, вы можете ее просмотреть вот в этой части, где формулы. Просто посмотрите, вот вставить функцию. И тут вы увидите библиотеку. Формулы можете просмотреть здесь тоже. Тут уже разделенные на разделы получается. Видите, очень много. То есть эти все формулы будем рассматривать, это невозможное количество часов уходит на это все. Но я вам показала самые необходимые, основные. Так, переходим дальше. Как оформить эту таблицу, я вам рассказала. Давайте посмотрим, как можно заполучить данные из одного листа и употреблять, использовать его в другом месте, в новом листе, допустим, да? Для этого что мы делаем? Так. Допустим, в эту ячейку нам нужны данные, средняя ячейка, контрольная оценка, данные из этой таблицы, потому что это ведомость по математике. Смотрите, для этого какая формула используется? То же самое, равно, проставить нужно равно, потом надо, не отпуская контроль, нажать лист математика и выбрать, какие части будете использовать. Смотрите, в листе математика была использована вот эта часть I2. Вот математика I2. Вот. Так, почему здесь что-то скрылось? Одну минуту.
вот с этой части этот диапазон был использован. I2. Давайте. Чтобы протащить это на все, уже мы сделали, кажется. В принципе, это все можем убрать. И давайте заново попробуем. И контрольную уберем. Смотрите, если мы одну часть уже подготовили, как и во всех формулах, просто протаскиваете ее. И сюда копируются данные ячейки из другого листа. Вот с этого, вот с этого. Проверим. I2 95, 100, 91. 95, 100, 91. Теперь на эту колонку нам нужны данные из другого столбца. Также надо поставить знак равенства. Дальше переходим в математику. Выбираем контрольную работу. Стрелкой. Сейчас подождите. Shift. Используя комбинацию клавиш Shift и стрелка вниз. Вот до итоговой. Берем ее, копируем. Уже сюда скопировалось. Так, подождите. Не надо ее копировать. Нам просто нужна область. Это область. То есть сейчас одну минуту. I2, M2. M2 и протаскиваем формулу по всей длине столбца. Смотрите, последние результаты были 52,77. Вот он, контрольные. 52,77. Значит, получили результаты из этой части. Вот то, что неправильно копируете, можно стереть. Рисинкой давайте стерем формат и давайте очистим все просто, ну, чтобы не портило ничего. В этой части мы пытались заменить, то есть 100-бальную систему на 5-бальную. В общем, она очень длинная. Сейчас, если хотите, могу объяснить. Ну, у нас в школах, по-моему, в основном 5-бальная система оценивания, поэтому, возможно, вы даже и так не делаете ничего. Так, те, которые пропускали, написали справка, что у них было, да, что из-за чего они пропустили экзамен. Также можете средние значения вычислить. Тоже среднее значение. Работу с формулами мы закончили. Формулы функции, простые формулы, это математические операторы, сложные формулы, функции. Все это мы рассмотрели. Самые основные, простые. Теперь давайте переходим в раздел диаграмм. Какие виды диаграмм есть? Так, диаграммы – это представление данных в виде рисунка, да, или графики. Типы диаграмм, гистограммы,
я, который до этого говорила уже, я показывала вот эту часть, наиболее распространенный тип диаграмм, гистограмма, в виде графика. Ее используют обычно, допустим, в экономике очень много используют. Например, если элемент связан ростом цен и по годам, да, чтобы распределить и показать динамику развития или падения. Круговые диаграммы, они хорошо демонстрируют пропорции. Допустим, если вы будете делить в школе, что мы можем делить? Количество школьников по классам, либо количество школьников по принадлежности полу, то есть сколько девочек, сколько мальчиков у вас учатся, либо по классам, то есть первоклашек, допустим, вот эта часть первоклашки, а это все остальные классы. То есть по количеству школьников она вам покажет соотношение. Дальше есть линейчатая диаграмма. Она, по сути, похожая на такая же, как гистограмма, только она, видите, горизонтально показывает, поэтому ее называют линейчатой. Так, вот так и описано, что гистограммы перевернуты на 90 градусов. Теперь дальше идут диаграммы с областями. То есть диаграммы с областями похожи на графики, только вот заполненные эти поля между соответствующими линиями. Смотрите, диаграммы по областям. Также есть поверхностные диаграммы. Это если вы захотите видеть в 3D виде, да, в 3D объеме. Теперь давайте рассмотрим элементы диаграмм. Обычно заголовки, здесь идет заголовка. По вертикальной части идет вертикальная ось, горизонтальная ось. Вот эта часть ряд данных. Тут описывается легенда, вот эту часть, которая распределена по цветам, говорят легенда. Смотрите. И горизонтальную я сказала уже. Давайте теперь на примере посмотрим. Сами попробуем сделать диаграмму. Выберем распределение классов, количество учащихся по годам. Выбрали нужную область, выбираем гистограмму, и вот она нам уже показывает. До того, как мы уже нажимаем таблички, она уже нам показывает гистограмму. Смотрите. Вам, наверное, удобнее смотреть в этом виде, чем в числовом, потому что графически все-таки нагляднее. Вот количество первых классов за 3 года, тоже соотношение. Получается, 5 классы самые большие, то есть количество 5 классов 300 в каком году? Синий цвет, вот где легенда указана года. В 2020, значит, в 5 классах очень много, 300 количество. Также вы можете использовать, можете менять цвет, если вам не нравится вот такая заливка. Вот цвет гистограмм. По вспомогательной оси можете выбрать. Тут желательно оставлять все по умолчанию, потому что система уже сама
дает самый регулярно используемый вид гистограмм. Вернемся назад. Убираем это. Чтобы убрать гистограмму, достаточно нажать на нее. Вот курсором надо подойти к краю этой гистограммы. И так она в рамке у вас показывает, где она находится. Нажимаете и нажимаете на кнопку Delete. Давайте эту же часть посмотрим в виде круговой диаграммы. Нажимаем круговую диаграмму. Вот в таком или в таком виде нагляднее. Давайте выберем это. В зависимости, как мы это выбрали, она показывает нам, вот где легенда показали классы с 1 по 11 классы. По цвету разделили количество. И в строке заголовок показали год. Нам такой не подходит. Давайте попробуем ее изменить. Выбираем диаграммы. Тоже интересный вид. В ранних версиях Excel, по-моему, она редко использовалась, даже, по-моему, не было. Выбираем дерево. И вот она по количеству учащихся показывает нам в виде таких табличек. Вы можете нажимать, и тут активируется какой класс, хотя и тут внутри видно. В общем, гистограмма на ваше усмотрение, смотря что вы хотите показать. Так, поверхностная. Поверхностная сюда не подходит, получается совсем непонятное что-то. Это тоже. Самый наилучший вариант я вот нашла в гистограммах только. Здесь предельно понятно. Можем изменить название, например, количество. То есть количество школьников по классам с 2018 по 2020. Допустим, если растянуть ее. Дальше вы можете добавлять галочки на элементы диаграмм. То есть, если вам название нужно и по вертикальной оси, там подписка под каждой гистограммой, там погрешности, хотя это в этом случае лишнее, и даже название осей лишнее, потому что уже
понятно расположение элементов. Все это оставляем. Дальше я вам хотела показать, как организовать списки. Сейчас с помощью... Что это было? Так, смотрите. Допустим, есть такой список, да, как мы ее организовали. Получается, в первом столбце предметы. Предметы, чем больше предметов добавляем, тем больше преподавателей мы можем сюда отмечать к ним. Для этого мы сперва составляем список предметов. Где наши предметы? Сюда подвинем, передвинем. Предметы, преподы. То есть вот эти листы, они взаимосвязаны. Здесь в предметах название преподавателей берем из этого списка. Вот смотрите, Колесникова, Дегтярев, Кутузов, Крюков. Допустим, литературу кто преподает. Тут, видите, нажимаете, получается список. И тут выбираете сами, кто будет преподавать литературу. Например, Маслов. Географию. То есть у вас есть некий список преподавателей, которые вы можете назначать на предметы. Недели нет. Дежурство. Дежурство. Еще я хочу показать на примере такого списка. Как мы организуем, да? Допустим, у нас есть такой список. Надо определить семейное положение. Но семейное положение может быть только для мужского пола двух видов, да? Женат либо холост. Для женского пола замужем, не замужем. Чтобы это организовать, сперва мы прописываем сперва условия, а дальше в графе, в этой ячейке организуем список. То есть, если тут, где формула? Если тут выполняется условие здесь мужской, тогда здесь открывается список только женатый холост. То есть замужем, не замужем не отключается. Допустим, тут еще можем добавить имена и фамилии, конечно, но это сейчас нам не нужно, потому что мы будем связывать вот эти условия с этим положением. То есть если человек мужского рода, он выбирает либо женат, либо холост, либо даже у военнообязанных мальчиков есть состояние военной обязанности, да, то есть если человек достиг 16 лет, можем тоже написать условия военно обязанный,
либо не обязаны. Смотрите. Где я прописала эту функцию, не могу найти. В графе женский, когда нажимаем, появляется только вот эти два варианта, потому что выполняется условие женский. Замужем, не замужем. Давайте начнем сначала. Где это? Список первый. Чтобы организовать списки, в столбце в конце выберите пустую ячейку и справа нажмите на «Выбрать из раскрывающего списка». Выбрали. Получается вот такой список появляется. Как ее исправить? Так, формула данных. В данных выбираете проверка данных, нажимаете на нее. То есть оно находится в вкладке «Данные» в группе вот, «Работа с данными». Называется «Проверка вводимых значений». Тип данных выбираете «Список», потому что мы работаем со списками. И теперь обозначаете источник этого списка. Смотрите, источник списка я обозначаю здесь. То есть нажимаю на первую ячейку, нажимаю клавишу Shift и последнюю ячейку. Выбирается до конца. Все, здесь я обозначила, подождите, диапазон А2 должно было быть всего лишь, потому что вот этот знак доллара означает константа. Подождите, А2 и знак доллара убираем, потому что мы хотим, чтобы эти значения все время менялись, они были константой. Так, окей. А2, А8, да, мы выбрали, значит, теперь в этом диапазоне все вошли в список. То же самое с преподавателя. Здесь в пустой строке отмечаем ячейку, нажимаем на «Данные», выбираем «Работа с данными», «Проверку данных». В параметрах находим список, задаем источник, то есть диапазон, начинает сюда. Выбираем список, обозначаем источник. Давайте вручную пропишем. V2. Двоеточие, второй диапазон, V8. То, вот в этом списке теперь появились эти. Дальше мы можем добавлять пустые. Давайте следующий будет.
Ярцев. Так как мы здесь использовали эту ячейку, она не добавляет. Давайте лучше поработаем с этими списками. То есть в этом случае мы уже можем менять из списка что-то другое. Например, если Колесников уже преподает не математику, наоборот, математику преподает не Колесник, тогда выбираем другого преподавателя. Геометрию, то есть на каждый предмет постоянно можем менять преподавателя. Вот эта работа с данными, проверка данных и списки для этого хороши, когда вот вы работаете с каким-то длинным списком, и вам надо просто из списка выбирать и назначать человека. По-моему, вот здесь лист дежурства для этого я открывала, чтобы вместе с вами организовать дежурство в классе. В этой части я хотела показать, как можно загрузить данные совершенно с другой таблицы. Для этого нажимаете плюсик в ячейке, где данные, есть инструмент получения внешних данных. Нажимаете сюда, выбираете ресурс, откуда вы будете копировать эти данные. Давайте выберем из Access, потому что у меня были готовые данные из Access. Здесь выбираем все файлы. Иногда не высвечиваются, потому что вот эти данные у меня были формата Excel SX. Давайте Population откроем. Открываем. Видео листок, да. Давайте как таблица. И вот мы получили данные совершенно с другой базы. То есть это таблица о населении по странам. Смотрите. То есть заново, чтобы не писать, допустим, если нам нужны какие-то показатели, да, по странам, мы можем это все не писать, а скопировать с других данных. Здесь как раз идет укороченный код каждой страны. Давайте посмотрим Кыргызстан, если оно есть. Казахстан есть. Вот Кыргызстан, наш короткий код страны, Кыргызы. Посмотрим население страны. Чуть больше 5 миллионов. Это записи за 2008 год. Ну, старые совершенно записи. И вот эту таблицу мы можем использовать. Давайте возьмем часть, где
указан Кыргызстан, да? С Кыргызстана и вверх. И отсюда создадим гистограмму. Или лучше давайте такой. Он будет совершенно непонятный. Ну, давайте гистограмму, наверное. Тоже непонятно получится. Слишком много данных. Давайте в виде дерева попробуем. Да, в виде дерева, либо и в виде лучей. Он похож на круговую диаграмму. Если ее увеличить, в принципе, можно не смотреть на числовые данные стран. Ой, чуть поменьше. Смотрите, индикаторы поместили внутри. И это лучевая круговая диаграмма нам показывает, где больше всего населения на свете. Это первое место, конечно же, Китай, Индия, и тоже какая-то часть Индии, Бразилии и так далее. Япония, оказывается, входит в пятерку. Значит, в этих странах идет сильное перенаселение. Вот. В принципе, то, что я сегодня хотела вам рассказать, это все. Старалась рассказать вам все необходимые функции Excel. Как вы видите, я все не рассказывала, потому что это невозможно просто, чтобы хорошо и детально знать. Просто надо открывать и каждую функцию пробовать. В каждой вкладке вы видите, сколько групп и сколько инструментов. Вот эту часть можем мы условное форматирование использовать. И, может, цветовые шкалы. Хотя это не поможет. Давайте однотипные, чтобы хотя бы было понятно. Эти красные. Вот соотношение показывает, смотрите, Китай и остальные страны населения, численность населения, да. Если вот когда длинные цифры и непонятно, потому что большие цифры, да, получается, тут порядка 13 миллионов больше. Вот такой вид представления данных наглядно показывает, где больше перенаселение на Земле. Видите, гистограммы можно использовать именно в колонке тоже. Не в целом, а именно где вот числовые показатели. Так. В строке рецензирования я хотела вам показать. По-моему, я ее показывала уже, как проверять орфографию. Дальше мы смотрели, как защитить лист. Можете создавать примечания, то есть не меняя данные. Допустим, эти данные, да? Допустим, если вы не создатель этих данных, лучше это не трогать. И если вы заметили какие-то ошибки, лучше создать примечание. Создаете примечание, указываете ячейку, либо вот, например, вот здесь создаете примечание и говорите там, тут надо указывать не классы, а что-то другое, да? Тогда
Это как бы себе делаете заметки в записях другого человека или для себя тоже, не исправляя исходные данные. А также можете удалить эту заметку, смотрите, либо изменить примечание. Это как напоминалка для себя. Удаляем, видите, красный в углу треугольничек исчез. При создании примечания она появлялась. Получается, видите, вот в ячейке B2 появилась красный треугольничек. Это означает, что тут было создано примечание. Мы ее удаляем. Показать все примечания не нужно. Защитить лист мы уже смотрели. Защитить книгу паролем. Всю структуру, например, можете задать какой-то пароль. Я не хочу, потому что у меня важных данных нету на компьютере. Ну, на сегодня вроде все. Давайте посмотрим еще. Гистограммы. В материале на сайте РИПК вы можете найти и детально еще посмотреть. Вот это все описание. Работа баз данных я вам показала, как импортировать из Access или из других источников. Эту часть тоже лучше проделать практически. В принципе, Excel позволяет загрузить разные данные. И, видите, сразу уже определяет, что к чему относится, например, вот эта строка, это сети. Тут код страны и все такое. Все это получается работа с данными. Ну, на сегодня уже все. Так что я сейчас открываю ваши микрофоны. Давайте послушаем ваши вопросы, где было понятно, где было непонятно. Так, участники. Я не являюсь организатором. Азиз или Зарлык, если вы здесь, можете открыть микрофоны участникам. Уже почти 5. Думаю, надо уже работать над вопросами и ответами. Всем разрешил открыть микрофон. Спасибо. Здравствуйте, можно, да? Да, можно. Мы иногда вот придется вводить ИНН номера организации, да? ИНН номера организации иногда начинается с нуля, даже с двумя нулями, да? Угу. Как можно вот этот вот формат, я несколько раз изменяла, но никак не получается, вот эти нуля там исчезают автоматически, да? ИНН, да, исчезает? Да. Давайте посмотрим. Смотрите, ИНН, насколько я знаю, 14 там цифры, да? 14? Да. И первые два с нуля начинаются, Нуля и начинается. цифры, да. Остальные цифры, да, букв Да. нет? Вот В таком формате, да, высвечивается у вас? можно изменить. Когда набираете? Смотрите, Нет, можно изменить, да, но там нуля не сохраняется.
нули. Вначале. Да. Если числовой формат вам не важен, в принципе, можете ее перевести на текстовый формат. Тогда Вот перед ними... в текстовом тоже не сохраняются вот эти нули. Интересно, Понятно. обычно в текстовом должно сохраниться. Вот, Вот вот в это этом месте текстовый тоже, формат, да? Да. Мгм. Так, смотрите. Уже появилась, но она нам дает ошибку. Перед ним стоит апостроф, говорит. Смотрите, обычно, когда строка выдает ошибку, преобразовать в число, пропустить ошибку, изменить в строке формулу. Это не формула, а если пропустим... Давайте число сохранено как тест. Ну он и так как тест. Давайте преобразим. Не получается, да? Назад. Формат ячеек. То есть, когда цифры мы полностью переводим на текстовый, то система ругается, что это неправильно, да? Вот смотрите, выдает ошибку. В принципе, мы можем пропустить эту ошибку, и она будет в виде текста только. Если у вас ИНН каким-то образом, да, тут меняются только последние цифры, это вы автоматизировать не сможете, потому что он уже идет как текстовый файл. То есть столбец это все воспринимает как текст. То есть к ИНН, если вы что-то хотите добавить, уже не получится. То есть что-то числовое, да? В принципе, в виде текста, оказывается, можете проставить. Смотрите, нули не удалились. Просто вам надо отметить и пропустить ошибку. То есть вот эту часть. Хорошо. Один вопрос есть, да? Вы сейчас импортировали из Access, да? Вот данные. А можно это сделать через из Word документа? С Word документа, да, тоже можно. Давайте откроем Word, какую-нибудь таблицу. Из последних работ на Word, что у нас было? Тут не было. Давайте программу тренинга откроем. Тут, по-моему, в виде таблицы что-то было. Смотрите, берем эту таблицу, копируем ее и переносим в Excel. В Excel. Вот в первую ячейку ставим и просто вставить. То есть единственное, формат меняется, а формат можно быстро изменить. Смотрите, то есть выключаете, смотрите, выбираете все строки. Смотрите, уже тот же вариант, что на Word, скопировалось сюда. Только надо поработать над форматом. Так, где тут? Остальные части вроде бы сохранились. Так, наши участники. Адилет. Здесь можете открыть микрофон Адилету. Потому что, по-моему, сегодня не соорганизатор, поэтому у меня пропадает. Ой, нет. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык.
Менин суроом мындай болуп атат да, Word'тон биз азыр сиз Excel'ден диаграмма түзбөдүңүзбү? ооба. Биз ошону Word программасынан кирип, диаграмманы түзүп сактагандан кийин кайра биз ошол диаграмманы өзгөртө албай калып атабыз да. Бул азыр меники Word 2016 Excel'дагычы. Анан буга чейинки эмеде 2016 эле өзгөртүлчү да мурун, а эмки ушул эмеде өзгөртүлбөй атат. Кандай кылып өзгөртсөк болот ошо диаграмманы? Смотрите, Word'тон бир диаграмманы алып Excel'ге коёюл деп атасыз, туурабы? Жок, Word программасына наоборот Excel'дан диаграмма түшүрүп атабыз да, Word программасына. Сизге сүрөт эле керек болсо, Жок, мында сүрөт диаграмма түшүп атат, формат данныйлар, диаграмма өзгөрүп атат, а ичиндеги значениялар өзгөрбөй атат да. данныйлары жок болуп кетип атабы? Данныйлар өзгөрбөй калып атат, ооба. Смотрите, данныйлары эле керек болсо, бул жактагы данныйлар эмес, именно гистограмма эле керек болсо, мындай кылсаңыз болот. Print screen кылып туруп эле, мен сиздерге үйрөткөнмүн. Жок, ал жагын түшүндүм. Менин суроом мындай болуп атат да, ошо бул диаграмма сиз Excel'де туруп атпайбы? Бул Ооба. диаграмма Word'ко түшөт да. Анан кайра ошо Word'тон эле ушул диаграмманы өзгөрткөндө автоматически Excel чыгып, анан диаграмманын маанилери өзгөрчү да. Азыркы учурда ошо өзгөрбөй атат. Это надо посмотреть на самом файле. Кайсы жерде? Саламатсыңарбы? Мен жооп берсем болобу бул сурооңузга? Саламатсызбы? Сиз Excel файлды башка жерге көчүрүп коюп атат окшойсуз. Диаграмманы Excel'ден копиялагандан кийин Excel файлыңызды башка жерге көчүрүп койсоңуз, анда теряются. Эки файлды бири-бирине байлаганда ошо адрес, мисалы C дискте, бул папкада жатат деп жазат да. Сиз Excel файлды жылдырып койсоңуз, ошол жерден ал Excel файлды таппай калып, ошондуктан обновление болбой калышы мүмкүн. Ичиндеги значениялар көрүнбөй калган себеби бул файлдын орду которулуп кеткенден кийин. Мындай болуп атат да, жок, бул файл эч которулбайт, Word'ко кирилет да, выставкадан диаграмма выставлять этилет да. Word'дун өзүнөн эле. Выставкага кирип, анан диаграмманы койсо коюлат да ошол жерденчи. Анан ошол жерде кайра ичинен эле ошол эле бир эле Word менен иштей беребиз. Биз Excel'ди эле ачпайбыз, просто выставкадан диаграмма, анан диаграмманы ачканда тияктан Excel өзү чыгып берет. Анан ошол жактан өзгөрбөй атат да, бул Word менен иштеп аткан учурда да Excel'де. Ошон үчүн Word менен бул Excel файлыңызга обратный связь болуш керек да. Это надо смотреть. Ошо файлдарыңыздын эгер өзгөрбөй турган данныйлар болсо, анда просто print screen кылып алып алыңыз бул жакты сүрөт катары. Рахмат. Ооба, Ооба. биз кечиресиз темадан кайра арткараак. Мен клавиатураны экранга чыгарганды билбей жатам да, ошону айтып коебузбу? Пустты басасыз, бул эмени значокту. Пустты басып туруп эле клавиатура деп жазыңыз. Экранная клавиатура деп чыгат. Смотрите, экранная клавиатураны бассаңыз, Басып коебуз, ооба, уже экрандан буларды басып иштеп колдоно берсеңиз болот. Бирок эми бул аябай көп убакыт алып калат да, жайда мышка менен баскан. Мен сиздерге бунун могул комбинацияларды көргөзүш үчүн эле көрсөтүп атканмын да. Жакшы, рахмат, чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Мен суроомду бере берсем болобу? Ооба. Бул жерде дегенчи, могу диаграмманы түзүп атканда силерге данныйлары дагы диаграммада да бир листте болуп атпайбы? Бул диаграмманы башка листке кылгандай кылса кандай, мындай эки листти байланыштырганда кандай кылса болот? То есть могул диаграмманы дагы башка бир листтен алып келейин деп атасызбы? Бир данныйларын. Диаграмма мындай да, данныйлар бир листте болсун, а диаграмма экинчи листте болсун да, например. Смотрите, по-моему, можно жаңы бир лист ачайлы, плюсик басып, могул жерден вставкадан диаграмманы тандайбыз.
Бул диаграмманы болсо выбрать данные дейсиз. Бул жерге болсо басып туруп, где наши данные, где наши... Допустим, лист 9-дагы данныйларды алабыз. Enter'ди басасыз, окей дейсиз. И мынакей. Башка листтеги данныйлары бул жакка чыгып калат да. Жаңы башка страницага, башка листке. Түшүнүктүү эмечи, рахмат. Дагы кийинки суроону берип коеюнчу. Жанагы математический функциялар бар эмеспи? Ошолорго деген графиктерди ушул Excel менен түзсө болот да, туурабы? Функцияларга графикти түзүп албайсызго, функцияларды бул эме маанилерге түзөсүз. Анан ошолордун негизинде анан график чыгарып берет. Анткени бул жерде соотношениялары, пропорциялары керек да. Что к чему? То есть биринчи класста канча киши бар болсо, и ошонун распределение по годам. Февралдарды арзан дейт да. Ошол маалда албайсың дейт. Түшүнүктүү эле болду. Анан бул айтып атат дегичи. Башка микрофондорду Артынан келди кое алабызбы? Алып туруп коп. Ошол айдычы. Саламатсызбы, чолпон уруксатпы? Распечатка кылуу боюнчачы? Ооба. Чолпон эже эме сурайт деген, могу Excel'денчи данныйына кирип, анан жанагы источник жазбадыкпы списоктон кийин? Ооба. Могул жерге, Ошо например, списоктон источникке деген, например, мен математика деп жаздым, а кийинки сабак информатика, алгебра, география деп жазыш үчүн каяна киришим керек эле? Кирбей атат, бүт жерин чыкылап чыктым. попробуйте Жынат, не жынат, замужем, не замужем деп 2-ден 3-төн сөз жазылып жүрөт го ошолорду. Бир эле сөз жазылып, экинчисин жазсам, биринчиси удалиться этип кетип атат. Так, мен сизге ссылкасын берсемби? Или сейчас покажу, подождите. Бул жерден данныйларга киресиз. Бул жактан работа с данными деген жерден проверка данных дегенге киресиз. Бул жерден список дегенди тандайсыз. Тандадым. Окей дедиңизби? Списоктон окей дей берейинби? Ооба. Мен источник киргизбей калдым. Смотрите, списоктун источниги болуш керек да. Бул кайсы списоктор? То есть бул жерге областын көрсөтөсүз. Мынакей могул жерден баштап бул жерге чейин, 11-чи класска чейин. Туурабы? Анан? Ооба. Всё, теперь сизде мондай бир список пайда болот да. Бардыгы классы болуп калган турбай. Азыр бир минут. Бул жер к сожалению, перетащить нельзя, оказывается. Прекрасно, билет. Кантип эле. Диапазонун киргизебиз. Бул жердеги долларды алып салгыла, бул анткени бир константаны белгилеп коет да. Кийинки ячейкага өтүп көрсөтпөй коет. Так, вот область мы уже определили. Окей дейсиз. Смотрите, теперь уже бунун положенияларын алмаштыра берсеңиз болот да. Допустим, ушул жерде 11-чи класс турат болсо, а могул жерде болсо 5-чи класс. Бул жана расписанияларда колдоносуздар го, ушундайларды, например, саат боюнча эртең мененки сааттарда ким окуйт. Туурабы? Ушундай учурларда мондай список кылып алсаңыз да, расписанияда бат-бат эле класстарды алмаштырып кое аласыз да. Бунун ссылкасын жөнөтө аласызбы? Группага эле. Группага макул жөнөтүп коеюн, ушулардын формулаларды, анан данныйлар менен иштегендер боюнча эмелерди кыскача жөнөтүп коеюн. Анан сиздер өздөрүңүз да компьютерден кылып көрүңүз. Ооба. Азыр эстеп калгандарын баарын кылып группага жөнөтүп коем. Макул. Здравствуйте, можно задавать вопрос? Да, здравствуйте.
При выключении компьютера обязательно изъять из панели задач прикрепленные приложения или не надо? Здесь? Нет, не обязательно. Здесь не обязательно. Я просто удаляю значки, чтобы освободить место на панели задач. Да? Вдруг я буду открывать много файлов, чтобы они все здесь помещались. Я некоторые файлы открепляю. Например, если вот это не нужна, просто тут она не закрепленная. Еще один вопрос. Да, вот горячие клавиши есть, чтобы прикрепить на панель задач? Я такое не помню, но зачем, когда вы можете сразу отсюда, справа всегда вы можете найти, вот, открепить от начального экрана, где дополнительно, вот получается открепить от панели задач, либо наоборот закрепить обратно. То есть вы всегда можете ее найти здесь. Это для удобства. Я вот это пропустила, где можно так в таблице Excel вот эти ячейки одинаковыми сделать. Ячейки, вы имеете в виду ширину? Да, ширину, длину и так далее. Если вы хотите, у всех были одинаковая ширина, вы просто выбираете столбцы, вы здесь перетаскиваете ширину, видите, там идет подсказка, ширина какого размера. Сейчас идет вот разметка, подожди, вот 19 сделаю для всех. Вот она. Для всех изменилось 19. В принципе, это все можете проделать и в другом месте. Где это было? Вставки страницы. Вот ширину и высоту. Не автоматом указать, а этим по странице. Это другая, это ширина касса страниц, не ячеек. Где можно? Формат дегенде бар болуш керек. Выравнивание. Так, смотрите. По границе. Ну, я делаю таким образом, поэтому мне так быстрее. Но здесь в ленте вы обязательно можете найти или вот с правой стороны в формате ячеек. Есть еще вопросы? Можно Мен суроомду бере берейинби, кийинки суроомду? Жана неме бар го? Т дата деп бердиңиз го? Ошондо период дата чыкты го? Т дата деп жазгандачы. Жаңы лист ачып туруп, ошону кайра көргөзүп койсоңуз, кандайынча неме дата. Бул формулалар боюнча формулаларды жакшы биле албай жатам десеңиз, бул формула деген вкладкага киресиз. И бул эмелерди, разделдерди карап чыксаңыздар болот. То есть жана дата, время боюнча формулалар бул жерде жайгашат. Смотрите, вы можете не только датам, вы можете просто выбрать год. Дата в числовом формате, например, вот в таком виде указать год, да? Указываем. Ой. Ага. Обязательно, сейчас подождите, по-моему, тут я работала с другими данными. Давайте в этой ячейке проставите равно. Обязательно перед тем, как работать с формулами, не забывайте равно. И так иногда она не сработает. Вот как только вы начинаете набирать дата, выходят все остальные функции, связанные с датой. Ой, я просто не до конца набрала. Обязательно скобку надо закрывать, даже если внутри нет никаких аргументов. Так, что она ругается?
Ага. Обычно системную дату она должна была показать. Странно. Дата. Может, на английском сейчас введу. Именно у меня система из-за этого. Я извиняюсь, Жумагүл, равно деген знакты можно латиницаға өтіп тұрып набрать. Это кириллицей, да, получилось? Да. Иногда ошибка был. Дата. Так, нет, она все еще ругается. Нет, Видимо, нет, дата дегенді орысша жазып тұрып эле, просто знак равно на латинице набрать, а дата русскими буквами. Вот функция. Можно вопрос? Все, дошли до конца. Вот она теперь выводит. То есть, получается, это зависит от раскладки вашей клавиатуры. То есть, когда набираете равно, набирайте желательно на английской клавиатуре. Мен неме суроомду бере берейинби, кийинки суроомду? Эмечи кээ бир документ. Вы пропали. Так, Сарбинос, вы пропали. Адилет. Алло, саламатсыңарбы? Сарбинос, да. Защённый листти бир сере көргөзүп коесузбу? Защённый листти кылыш үчүн листти басыңыз. Листти басыңыз. Например, давайте ушул листти көрсөтпөйлүк дейли. Лицензированияга келесиз. Бул жакта защитить лист деген бар. Буну басасыз. И мынакей бир пароль берип койсоңуз болот. Бирок буну унутпаңыз, анткени өзүңүз да кире албай каласыз. Бир пароль бердик. Дагы бир жолу киресиз бул паролду. 2 жолу киресиз да, ошондо окшош паролду. Вот теперь эмки жолу бул листке киргенде, сохранять этип, ачып жапканда, бул листке келгенде сизден пароль сурайт. Пароль менен кире аласыз. Рахмат. Можно вопрос задать? Да, можно. Можете еще раз показать вот при распечатке страницы, как через одну линию вот это собрать функциональную? Один лист иногда печатается на двух, одна страница. Смотрите, допустим, вы набрали уже список чего-то, да, но не понимаете, она поместится в одну страницу или нет, да? Для этого вам надо разметку поставить, разметка страниц, область печати указать. Указываете, задаете область печати, и вот она, видите, зеленым цветом вам показывает область печати. Вы можете Мы можем сами менять. Мы можем сами им управлять. Да, вы можете управлять. Можете убрать эту. Можете задать разрыв страницы. Спрос. Вот когда разрыв страницы задаете, видите, мелким штрихами мелкими, непонятными, она показывает область вашей страницы. То есть вот до этого первая страница получается. Значит, вы можете все еще заполнять в этой части и в этой части данные. До вот этой части. Либо указывайте сразу поля вашей страницы, чтобы обычно по умолчанию даются вот такие размеры, в сантиметрах видно. Либо вы можете дать самые узкие поля, что она, видите, дает дополнительное пространство для вашей бумаги. Либо можете выбрать стандартные размеры, тогда она уменьшается, и получается вот эта часть будет распечатываться где-то посередине страницы. Спасибо. Пожалуйста. Саламатчылык. Эжетиги баардык эле борттогу документтер, мисалы таблицалар Excel'ге кирет да, Эгер Word'то туура түзгөн болсоңуздар,
например, жана бир файлды, бул файлды алып келбедикпи? Бул файл мындай, карасаңыздар, мындай строго колонкага кошулганда, ошондой болуп эметилген, жасалган таблица болсо Word'то, анда бул эч кандай проблема чыкпай эле Excel'ге которулат. А эгерде иногда мындай болот да, бул жагы, например, объединенный болуп калган болсо, же ортосунда көрүнбөгөн линиялар менен, например, бывает мондай разметка границаларды көрсөтпөй салган учурлар болот да. Бул жерде границаны көргөзбөй салсак, смотрите, биз ойлоп атабыз, могул жер бир эме экен депчи. Бир эле строчка экен деп ойлоп атабыз да. Столбик жок деп. Ушундай учурларда булар жылып кетиши мүмкүн. То есть экөө тең бир строчкада болуп калган болсо, ушундай учурларда булар полностью бул строчкага жылып кетиши мүмкүн, же бул столбецке жылып кетиши мүмкүн да. Көп, мисалы, көп строка болсочу, ошондо деле кире бериш керек да. Ну, Word'тан по-любому бир аз бузулуп кирет, эгер силер Word'то строго могу Excel'дей кылып түзбөгөн болупсоңор, строго мындай по столбцам и по этим бузбайчы порядогун, ушундай кылып түзгөн болсоңор эч нерсе болбойт. А эгер бузуп там арасына бир нерселерди кошуп, ушундай кыла берген болсоңуздар, анда бузулат, конечно, анда уже эмелерди, данныйларды жакшылап текшериш керек болот да. Мен көп жолу көргөнмүн ушундай случайлар, например, смотрите, мындай караганда 2 столбик болуп көрүнүп турат, на самом деле караганда, например, бул жер 2 столбикке, ушул жагы 2 столбикке бөлүнүп, а бул жагы болсо 1 столбик менен берилген болот да. Ушундай учурларда көчүрүп атканда ар кандай жылыштар болуп кетет. Жумма эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроом, эме Excel'де мисалы үчүн табель түзсөк да, мугалимдердин аты неме пофамилий жазылбай калган болсо, кайра ошону пофамилий кылып оңдош үчүн мындай оңой эле автопоиск кылсак баарын бирден кайра жасап чыгыш керекпи? Жок, ал үчүн жана сортировканы колдонуңуздар. Биринчи, анткени баары бир тамга боюнча сортировка кыла алсаңар оңоюраак го. Смотрите, Надежда Колесникованы эме кылайлы, сортировка кылайлы, ошондо ушул эмеси өзгөрөт да, местосы. Тамгалар боюнча сортировка кылайлы. Смотрите, биринчи Валентина Александрова келди. Тамгалар боюнча сортировка болуп, смотрите, Евгения Маслова какка түшүп кетти, Надежда Колесникова. То есть тамгалар боюнча, то есть смотрите, 2 колонкада жайгашкан болсо, экөөнү тең эметкиле, тандагыла, анткени бул жагы өзүнчө сортировка болуп, анан бул жагы отдельно болуп калса, анда уже фамилиялар, аттары аябай алмашып кетет. Ошон үчүн бири-бирине байланыштуу столбиктерди желательно вместе тандап, анан кийин, смотрите, могул жерде сортировкадан Ядан Ага чейин кылайынчы. Ушундай болот. Тескерисинен кетти да. Ушундай кылып сортировка кылып алсаңыздар болот. Рахмат эже. Саламатсызбы? Саламатчылык. Силерден сурайын деп жана 2 колонканы койбодуңарбы жанагы, например, математика менен, например, мисалы башка бир мугалим берет да, ошо мугалимдерди алмаштырдыңар да, ошо мугалим астына кайсы предметтер чыкты да, ошо экөөнүн бири-бирине болгон взаимосвязин кантип коюп атасыздар, ошону кайра бир сыйра көрсөтүп бере аласызбы? Экөөнү бири-бирине взаимосвязь кылган жокмун. Мен буну просто өзүнчө список кылып алдым. Предмет жактарды, буларды жылдырбайм да. Анан кийин эмелер жакты, преподдор жактарды өзүнчө список кылып туруп эле, мен просто преподдорду эмелерге байланыштырып атам да, предметтергечи, например, математиканын преподу алмашат турган болсо, бул кантип аталчу эле? Сейчас, подождите, данныйден проверка данных. Списки деп издесеңиз, как работать, как создать списки в Excel деп издесеңиз, ошондо эмелер, курстар көп табылат. Ошол жакта дагы жакшы углубленно түшүндүргөн эмелер бар, курстар бар. Мен просто бардыгын эметкенге жетишпей калдым да. Мен начальный уровеньге эле даярданганым үчүн началаларын эле көрсөтүп кетүүгө жетиштебим силерге. А так могу списоктарды взаимосвязанный кылса да болот. Жанагы условияларды коюпчу, if деген условияларды коюп, например.
Ол жакта мен сиздерге көрсөтүп бердим го, Алло. например. Да? Можно вопрос? Извините, можно один вопрос? Да. Я вот попробовала, у меня немного не получается. Вот на Word же можно огромную таблицу на 2 листах, можно разместить на 1 лист. В Excel тоже можно огромную таблицу на 1 лист распечатать? Ну, в размере 2 Распечатать? листов на 1. Да, вы можете уменьшить, по-моему, можете Покажите, уменьшить и пожалуйста. распечатать. Допустим, вот этот лист, да, у вас размещен на 2 листах. Если хотите посмотреть, как она будет распечатываться, сразу нажимаете на клавишу Ctrl-P. Я вам сейчас говорю про комбинацию. Выходит часть печати, и тут у вас выходит обзор. То есть вы можете просматривать, какая часть вашей таблицы помещается на одну страницу. Если вы видите, что все не помещаются, вам надо вернуться назад, вот на эту стрелочку нажимаете. В разметке страниц задаете область печати. Она уже, оказывается, была. Задаете разрыв. Вставить разрыв. Тут из-за того, что много данных, не видно ее. Давайте разрыв страницы удалим. И обратно проставим. Так, штрихи видны, да? Вот она. Так, уходим вперед. Так, задаем область печати. Почему? Одна ячейка. Так. Либо просто уменьшаем по размеру ваши данные. Например, если она 11 шрифтом написана, там попробуйте сделать ее 9 шрифтом и уменьшить ширину, обязательно ширину, высоту, чтобы больше помещались, да, то есть чтобы не было лишних пробелов. Просто автоматически все это помещайте, как можете. В принципе, если вот в таких местах остается большой разрыв, да, вот эту часть заголовка попробуйте поменять, развернуть, то есть развернуть, как я вам показывала, в формате ячеек на выравнивание, вот в ориентации на 90 градусов. Тогда получается вы выигрываете, да, место на бумаге. Смотрите, можете тогда уменьшить эту часть, где проставлены плюсики. В принципе, они занимают мало места. Тогда, получается, из вашей таблицы еще больше информации входит в вашу бумагу. А вот в виде масштаба таблицы на Word же уменьшают до минимума. Так нельзя, да, на Excel? В виде масштаба где-то можно уменьшить, но она будет нечитаемая. Это зачем вам? Вам же нужны Спасибо, данные. да. Хотела. Спасибо большое.